15 сентября средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,24 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,21 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,24 до 10,15 сомони, 1 евро от 10,21,54 до 10,26 сомони, 1 российский рубль от 0,1655 до 0,1675 сомони. Мировые цены на нефть в четверг утром слабо снижаются, в то время как инвесторы оценивают возможное краткосрочное уменьшение спроса на этот вид сырья, имея в виду и возможный перебой с предложением. Цена на нефть марки Brent снижается до $93.93 за баррель, марки ВТИ до $88.44 за баррель. Золото подешевело в четверг утром и торгуется чуть ниже $1700 за тройскую унцию, в ожидании того, что Федеральная резервная система США не будет замедлять темпов ужесточения своей монетарной политики. Министерство сельского хозяйства Казахстана с 14 сентября этого года сняло ограничения на экспорт зерна и муки. Соответствующий приказ подписал глава Минсельхоза Ербол Карашукеев. Таким образом, казахстанские сельхозтоваропроизводители без ограничений смогут продавать пшеницу и муку за рубеж, сообщает Минсельхоз. В министерстве напомнили, что ранее для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана было решено ввести квоту на экспорт пшеницы и муки. Однако после стабилизации ситуации на мировом рынке и положительных прогнозах урожайности зерновых в Казахстане квотирование решено отменить. На сегодняшний день по всем областям республики продолжается уборка урожая. Согласно данных акиматов, убрано 11,3 миллиона гектаров зерновых, это 69,8% от плана, подчеркивается в сообщении. Таджикистан импортирует около 98% пшеницы и муки из Казахстана, однако эти ограничения никак не коснулись поставок в нашу республику, так как импортируются сравнительно небольшие объемы. Таджикистан, согласно официальной статистике, импортировал в январе-июле около 28 тысяч тонн муки и 463 тысяч тонн пшеницы. Правительство Таджикистана утвердило тарифы на производство, передачу и распределение электрической энергии. В документе говорится, что тариф на вырабатываемую мощностями Уахык-Абарки Тоджик электроэнергия составит с 1 октября этого года 11,70 дирхамов за каждый киловатт. Тариф на передачу электричества, который теперь занимается созданная на базе энергохолдинга компания ОАО «Передающие электрические сети», с началом наступающего месяца составит 2,56 сомони за 1 киловатт. В документе говорится, что стоимость распределения электроэнергии, которая осуществляется в настоящее время компанией «Распределительные электрические сети», определяется в соответствии с установленными тарифами для каждой категории потребителей. Тарифы для всех категорий потребителей, кроме ОАО «Таджикская алюминиевая компания», постановлением правительства повышаются с 1 октября этого года. Стоимость электричества для населения увеличивается на 16,9% с 22,66 дирхамов до 26,51 дирхама за каждый киловатт. При этом в документе говорится, что если месячное потребление электроэнергии в бытовых целях превысит 10 тысяч киловатт-часов, потребитель будет оплачивать за каждый лишний киловатт по тарифу для промышленного потребителя. Тариф для промышленных и непромышленных потребителей с 1 октября поднимается с 55,14 дирхамов до 60,65 дирхамов. Порядка 40 малых и средних промышленных предприятий планируется возвести в городе Кулябе Хатлонской области на юге Таджикистана. По данным администрации города Кулябы, указанные предприятия планируется построить в ближайшие 4 года. Производственные предприятия будут возведены местными предпринимателями. Строительство указанных объектов осуществится в рамках реализации юбилейных объектов 35-летию независимости страны. Всего планируется возвести около 470 социально-культурных, административных и производственных объектов. В настоящее время ведутся строительные работы на 150 объектах, которые будут вводиться в эксплуатацию поэтапно. В частности, будут сданы в эксплуатацию 2 птицефабрики.
Консультационный семинар по разработке проекта программы развития электронной коммерции в Республике Таджикистан на 2023-2027 годы состоялся накануне в городе Душанбе. Как сообщили в Министерстве экономического развития и торговли страны, в семинаре приняли участие представители профильных министерств и ведомств, эксперты Международного торгового центра. Заместитель министра экономического развития и торговли Абдурахман Зода предоставил полную информацию о реализованных мероприятиях, целях и приоритетах, предусмотренных в стратегических документах страны по цифровой экономике. В частности, были приняты концепция цифровой экономики Республики Таджикистан и среднесрочная программа развития цифровой экономики в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы. Целью разработки указанной программы является развитие делового сотрудничества, расширение доступа к мировым рынкам за счет цифровизации отрасли, обеспечения упрощенной системы электронной торговли, упрощения торговых процедур и привлечения иностранного капитала.